Xayrli kech, mina bek yaxshi yildik. Каникулы, шуңар инде без уйладык барыбер җыелырга, менә барыгыз да китәсез, өйләрегезгә. 1 май. Нәрсә әйтәсем килә, значит, безнең бүген күбрәк фото ясагыз, фотолар, сторислар, рилслар. Без конкурс. Менә без 2 кич подряд бик яхшы күчтәнәчләр бирдек. Кем рилс ясалган күрдегез, да? Бик яхшы күчтәнәчләр бирдек. Кем рилс ясалган, кем фото ясалган, кем активность безнең. Вот. Оннан соң менә без коллективный фото ясайбыз, да? Менә кайбер кеше фото, безнең бит инде бер оешма, бер коллектив. Шуңар инде әйдәгез без нитмәгез, бергәләп фотога төшерегез. Менә безнең нинди җанлыклар? Безнең булды очрашу полпредсы Башкириядә. Менә килдек без очрашуга полпредсы Башкириягә. Жарты активист, штаб активистлары инде, да? А сез булдыгыз тоже, да? Юк. Вот, шуңар инде менә шунда бик яхшы сүз булды. Бөтен штаб турында бөтен правительство Башкирия белә. Бөтен безнең интернетта безне бөтен кеше карый. Безне көнгә карый 100 мең кеше. Татар оешмаларының, мусульман оешмаларының андый, конечно, оешма юк. Безне менә 100 мең карый. Безнең 12 мең ролик бар. Вот. Значит, нинди сезгә инде менә. Әйдәгез бүген татарча сөйләшәйек үзара. Буламы шулай юкмы? Менә безнең бүген Марсель, татар җырларын җырлайбыз. День Победы. Очень важный праздник, да? Вот 5 числа мы там, наше полпредство договаривается о времени. И в этом времени собирается на Красной площади, значит, 5 часов вечера, 5 числа, посмотрите объявление. Все принимайте участие. Это же тоже вот Александровский сад. Вечный огонь, да? И штаб наш всегда там принимает участие с героями, генералами, все вместе. Очень интересное мероприятие. Поэтому посмотрите, вот давайте 5 числа, будьте там. Вот, ждем что от вас мы? Лайки, комментарии ждем, активности ждем. Вот когда будут у вас каникулы, вот вы едете в свои, откуда вы приехали, там, например, Пенза, Мордовия, Нижгар, и там выступайте в школах. Вы можете от имени нашего конгресса везде выступать. У нас есть печать. Мы можем везде письма вам писать, да? Какое-то пригласить кого-то, какая-то инициатива. Пожалуйста, у нас 5 организаций, межрегиональных здесь организаций при нас оформлено. Но вы знаете, да, юг, юго-восток – это штаб наш, Домодедово штаб, и 14 городов области тоже штаб наш. Вот. И молодежное отделение Закамской зоны тоже наш штаб. Наверное, интернет смотрите. Вот смотрите, у нас сейчас фактически, вот подписчиков у нас в последнее время вроде количество осталось, но на самом деле чуть-чуть убавилось, да? Потому что уже многие вышли замуж, вот у нас только нынче уже 15-20 браков здесь, да? Браков. Люди женятся, значит, и поэтому есть ли смысл, вот я спрашивал у девчонок, есть ли смысл вам хотя бы по 5-10 визиток каждому дать, чтобы вы раздали своим друзьям, чтобы они к нам подписывались? Как вы думаете? Да, есть. Есть? Тогда вам дадим 15. Вы должны все равно ощущать, что вы из штаба. Вы из штаба. Это означает большая ответственность на вас, чтобы в жизни вы добились большего. Понимаете? Чтобы в карьерной лестнице, личностном росте, значит, чтобы вы добились большего. Своей профессии, своей жизни. Вот. Поэтому, значит, и мы в этом готовы во всем вам помочь. Вот. Поэтому вот наша такая политика. У нас 2 задачи. Первое – это сохранение татарского языка, культуры. И второе у нас, чтобы вы добились по карьерной лестнице, по личностному росту вот в этом вопросе. Равиль, кстати, у нас редкий гость, он возглавлял и очень много сил приложил про нижегородское землячество, это вот все к Равилю. Значит, очень поучительная сказка, внимательно послушайте. В одном царстве-государстве жил один пастух. Он был ужасный хвостун и ужасный болтун. Ему всегда хотелось что-то рассказывать и удивлять людей. Очень любил он поговорить, рассказать. И вот он с одной просьбой пришел к королю. Он начал королю рассказывать интересные истории. Король рассмеялся. И когда он рассмеялся, у короля упала корона под кресло. И он увидел
что у короля, оказывается, ослиные уши. Не бывает. Это секрет. Ему так хотелось рассказать про это своим друзьям. У короля, оказывается, ослиные уши. Так хотелось ему рассказать. Он пришел к себе домой. Он потерял аппетит. Он стал плохо спать. Так хочется ему рассказать секрет. А если расскажет, ему голову отрубят на площади за то, что он рассказывает про короля такие вещи. Он держался 3 суток. И потом он пошел через 3 поля, через 3 леса, скопал глубокую-глубокую яму, опустился на дно этой ямы и там прошептал: «У короля ослиные уши». Закопал эту яму, пришел домой, к нему вернулся аппетит, сон, и он стал жить своей прежней жизнью. Через какое-то время на месте этой ямы вырос тростник, и уже другой пастух из соседней деревни срубил дудочку, курай по-бабски, и начал играть. И этот курай заиграл: у короля свиньи уши. И потом начали разбираться, откуда это, что здесь, тростник откуда появился. Здесь был пастух из той дальней деревни. Вот он здесь скопал яму и что-то шептал на дне этой ямы. Нашли этого пастуха и публично на площади отрубили ему голову. Мораль догадайтесь сами. Молчание золото, а не молчание серебро. Да, именно так. Вторая история, значит, она почти из штаба, из нашей жизни. Значит, одна семья была, отец и сын. Они были очень трудолюбивые. Они работали на 3 работах. Работали с утра до ночи. И им все равно не хватало денег. Они кое-как сводили концы с концами. И несмотря на это, они копили деньги на учебу сыну. И вот проходит еще неделя, и сын говорит отцу: «Папа, когда это закончится? Мы работаем на 3 работах, мы копим каждую копейку. Почему мы так бедно живем? Нам кушать кое-как находим еду. Ну как дальше? Вот уже сил нет у меня». И тогда отец берет своего сына, они на корточках, значит, заползают за печку, там он зажигает свечку и угольком на белой печке пишет: «Так будет не всегда». И вот так же они продолжают работать, так же продолжают собирать деньги. И когда им очень тяжело, когда они устают, когда им сложно, уже терпение на исходе, и тогда они опять ползком заходят за эту печку, зажигают свечку, и на печке написано, что так будет не всегда, да. Проходят годы, тяжелые моменты, вот выручает их эта запись, и все-таки они копили деньги на учебу, и все-таки сын выучился, потом он поехал в Англию, значит, закончил там престижное учебное заведение, и он настолько был все-таки работоспособный, настолько он был старательный, и он стал очень богатым, успешным олигархом. И вот он взял на своем уже вертолете, приехал к отцу, к его этой землянке, к этой лачуге, и говорит отцу: «Папа, я хочу здесь построить огромный замок, а снести эту твою лачугу, теперь у меня денег много, я успешный бизнесмен, меня все знают, у меня огромные возможности, давай снесем эту твою землянку и здесь начнем большой замок построим». Отец говорит: «Подожди, сынок, в жизнь она ведь сложная, пойдем, я тебе покажу одну вещь». А сын уже забыл про это, и он пошел с отцом, и свой дорогой костюм, они вдвоем опять в этой лачуге, опять залезли за эту печку, зажгли свечку и прочитали, что там было написано. Так будет не Так будет не всегда, да. И они, замок он огромный построил, все у него замечательно, но эту лачугу он сносить не стал. Тоже сделайте выводы, подумайте.
Soya yıllara Dikir arama Ağrıdır şu yanlarga Ağrıdır şu yanlarga Çişme mıknara Faydam eldirmiştir faydam Şişmeye düşemeli Şişmeye düşemeli Ama sinesi yemedim Sinesi yemedim Sırrını şişemeli Sırrını şişemeli Bujna puste, sušešte bujna puste, sine ulahana. Tere sultan çıllarında, tere sultan çıllarında, kalın sine ulahana. Fayda böyle eldirmişken, fayda böyle şişmeye düşemedi, şişmeye düşemedi. Sonra bir gel, yok bir şey demiyor, eşmeğine Ömer'em şu ayı sarma gel Sine güne kadar Yalnızım üstere yanımda Sıvıtaşılaşır Ömer'em şu ayı sarma gel Sine güne kadar Yalnızım üstere yanımda Sıvıtaşılaşır Dünyada boştalar Seni begine Seni hoş begine Oh
Açsın ömür yollarınız tazalıkta baylamda. Yoktur bedenin uzmanı. Yaz Yaz kile, tekifte, ömür şulaylar. Ustanma, ustanma. Yaz kile, tekifte, ömür şulaylar. Ustanma, ustanma. Yıllar